Татар мультфильм. Жил да был один котенок, который ничего не боялся, и звали его Биг Баттер, что означает храбрец. И жил зайчонок, который вскакивал от каждого шороха. За это его прозвали Биг Туркак, что означает трусишка. Вместе они постоянно попадали в различные истории. История первая. Ночная. Биг Баттер, включи свет, мне страшно! Биг Баттер, выключи свет, мне страшно! Темно, страшно! Включи свет! Биг Баттер, быстрее, выключи свет! Чего ты так боишься? На стене есть что-то страшное! Уши длинные, усы шевелятся, а сам безобразен! Эх ты, трусишка! Ты же своей же тени испугался! Спокойной ночи! Добрых снов! Биг Баттер, включи свет! Мне страшно! Не смотри на меня так! Мне страшно! История вторая. Серое чудовище. Высоты боюсь! Ай, темно, страшно! Вот что тебя так испугало. Вот. Такая маленькая зверюшка и столько шума издавать может. История третья. Прерванный сон. Вот такой вот храбрец. Батыр кыю булсаң гына, тормышыңа син хуҗа. Күләгәңнән куркып йөрсәң, гомрең зая уза.
весну принесли. Зимой мы в Африку летаем, там о Волге мы скучаем. Идел ярын сагынуга, күзләрдән яшьләр тама. Африкадан кире кайттык, язны канатка тагып. Эй, вы! Мне покоя не даете! Уже чуть не оглох, Корчакра! Даже петь толком не умеете! Хе-хе! И совсем вы не лучше нас, воробьев, поете! Вот когда мы поем, все куры слушают с удовольствием. Дом у вас совсем хилый, Корчакра. Буря сильная подует и сломает ваш дом. Видали, как я с ястребом дрался? Ух, отделал его под орех. Даже искры у него из глаз посыпались. А где ваши родители? За едой полетели? А я тут самый сильный, между прочим. Я даже местному коту на днях в глаза наплевал. Корчакра. Хе-хе. Эй, воробей, выходи скорей. Мы прогнали кота. Вот счастливчик! Успел убежать, Корчакра! А то я бы ему показал! Проверь, ничего не забыли? Да все нормально. Дети, не отставайте, запоминайте дорогу. Хорошо, мама. Ну, воробьёвый, до свидания. А стая точно сегодня собирается? Все нормально. Пойду все проверю, ничего ли не забыли? А сейчас, значит, в Африку? Да, в Уганду, на озеро Виктория. Эх вы! Я раньше на Луну летал. До свидания, воробей-обый! Мы будем по тебе скучать! Эх, Корчакра! Привет! Меня зовут Силан. Я крылатый змей. Мой предок
изображен на гербе города Казань. Казань спортивная, объединяет страны и народы. Здоровье и спорт, надежда и молодость Казани. А вот вам и сказка про то, как здоровье и спорт счастье приносят. Сынок, вставай, иди завтракать. Гусенок, пойдем играть в мяч. Не, я не хочу. Я в компьютер играю. Сынок, иди обедать. Гусенок, пойдем на озеро купаться. Не, я не хочу. Я в компьютер играю. Сынок, иди ужинать. Гусенок, пошли на рыбалку. Я не хочу. Я в компьютер играю. А что у тебя за игра такая интересная, что ты даже гулять не ходишь? Заходи, увидишь. Ой, не знаю, что и делать. Никуда не ходит, еду нормальную не ест. Целый день сидит дома и играет в компьютерные игры. Как мне быть? Не знаю. Круто? Круто! Я тоже хочу такой. Компьютер? Нет, велосипед. Давай попросим мам купить нам велосипеды. Будем также гонять по горным склонам. Дорогие мамы, купите нам велосипеды, пожалуйста. Гусенок никогда не сможет ездить на велосипеде, так как он слишком слаб. Я тебе помогу. Я знаю, что надо делать. Зарядка. Бег. Закаливание.
только полезная пища. Сау һава, су кояш һәм рәхәт җилисә, урамда узышып уйнауга ни җитә. Тормыш ул хәрәкәт, күңелле һәм рәхәт. Утырмый гөл өйдә, уенда бәрәкәт. Тормыш ул хәрәкәт, күңелле һәм рәхәт. Утырмый гөл өйдә, уенда бәрәкәт. Я даже не могу понять, где лебеденок, а где гусенок. Гусенок, будь осторожен. Большое счастье быть здоровым! У одной серой зайчихи была такая же ушастая дочка-зайчишка, и она ее очень любила и баловала. Однажды зайчиха купила и принесла дочке новенькие валенки. Дочка обрадовалась подарку и поблагодарила маму. Тут же одела она новенькие валенки и с радостью отправилась гулять. Но валенки ей быстро надоели, и она сняла их. Чтобы мама их не нашла, даже спрятала. Мама их находит и одевает, а дочка снимает. Мама снова одевает, а дочка снова снимает. И по снегу, и по льду бегала зайчишка босиком. Один день она так пробегала, и на следующий день гуляла босиком. А на третий день, прихрамывая, подошла к маме. Мама, у меня ножка очень сильно болит. Дочка, доченька, звездочка моя яркая, твоя ноженька-то опухла. Что же теперь делать? Размышляла зайчиха. В это время кто-то постучал в окошко. Зайчиха обернулась и увидела белку. Не печалься, можно вылечить ножку твоей дочки очень быстро. Для этого нужно сходить к доктору Айболиту и попросить его совета. Зайчиха взяла дочь на руки и отправилась к доктору Айболиту. Пришли они к нему и увидели, что у доктора Айболита очень много работы. Разные лесные жители ждали своей очереди. «Детей я принимаю без очереди!» Зайчишку завели в кабинет к доктору, рассказали, что у нее болит. Доктор Айболит помазал ножку зайчишки лекарствами и сказал ей: «Твоя ножка заживет, но ты никогда не снимай валенки в морозную погоду». Они поблагодарили доктора Айболита, попрощались и отправились домой. Через 3 дня ножка зайчишки зажила.
Теперь она не снимает свои валенки зимой. Повелитель я цветов, всех растений и ростков, меда в зелени лугов. Он состарился уже, глаз не видит, сил уж нет. На кого оставить свет? Я стал стар и больше не могу собирать мед. Я издаю указ. Да перестань ты играть. Кто изготовит лучший сосуд для меда, тому в награду позволю собирать мед со всех моих цветов. Кто изготовит лучший сосуд для меда, тому в награду позволю собирать мед со всех моих цветов. И взялись все жучки и букашки делать сосуды для меда. Всем хотелось завоевать право собирать мед. Привет, пчела. Привет, оса. А ты делаешь сосуд для меда? Ой, я потом, я еще успею. Пойдем со мной на танцы? Нет, я не пойду. Я думаю. Что ж, проверим качество ваших кувшинов. И запомните, если хоть одна капелька просочится, прогоню вас прочь. Да перестань ты играть. Вы поторопились. Очень плохо сделали. Такие сосуды мне не нужны. Привет, пчелка. Привет, соседка. Как твой сосуд? Я еще не делала. Я потом. Пойдем со мной на солнышке позагораем? Нет, не пойду. Я работаю. А тем временем повелитель цветов рвет и мечет. Сделанные сосуды никуда не годятся. Объявите, что завтра последний день состязаний. Завтра последний день! Завтра последний день! Завтра последний день! Я оса, стройна, мила. Среди всех красивей я. Лучше в мире не найти. Я с победой впереди. Уйдите с глаз моих долой. Ах, как красиво! Вот, наверное, кто победит. Красиво. Где же пчела? Неужели она не успевает? Хвала Создателю. Вот и пчела. Да не одна. Ну
Что ж, проверим ваши сосуды. Постарались, приложили много сил, сделали отличные соты. Поэтому разрешаю пчеле собирать мед с любого цветка и в любом количестве. Ну что ты стоишь? Играй! И с тех пор пчелы стали собирать мед с цветков, а осы из-за своей лени стали посмешищем. С самого утра встаем, лени мы не признаем. Полон мир чудес, быз-быз. Мед соберем мы весь, быз-быз. Соберем мед весь, быз-быз-быз. Временем мы дорожим, просто так мы не сидим. Полон мир чудес, быз-быз. Соберем мед весь, быз-быз. Мед соберем мы весь, быз-быз. Татар мультфильм.